ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухтинское отделение коммунистической партии решило поддержать комитет спасения Печор в инициативе навести порядок в экотеме региона. На своей площадке КПРФ организовал сбор подписей для референдума. Общественники уже давно мечтают о нем и даже приготовили 3 вопроса. Первый, пожалуй, самый злободневный – разделение министерств природоохраны и промышленности. Если коротко описать ситуацию, сложившуюся в Коми, то овцы и волки пасутся теперь вместе. 2 структуры слили уже порядка полугода назад. С учетом того, что именно промышленники создают 90% экологических проблем, чего только стоят бесконечные утечки нефти, то это слияние приобретает абсурдный характер. Второй вопрос – все про то же черное золото. Общественники хотят, чтобы на компании, добывающие полезные ископаемые, надавили через руководство страны. Органы власти с тем, чтобы были срочно приняты меры по замене труб нефтепроводов, которые отжили свой срок, построены до 2000 года. Вот, к сожалению, благодаря этим трубам у нас везде течет нефть по Печоре, рыба пахнет этой нефтью и, соответственно, глотаем мы это все через воду. И третий вопрос, это касается, тоже давний вопрос, он уже при 3-м главе поднимается, попытка залезть в национальный парк Юга-2 с тем, чтобы начать добычу золота. Примечательно, что до того, как обратиться к ухтинским коммунистам, комитет спасения Печоры пытался собрать подписи для референдума. Инициативную группу уже 2 раза, но оба они вышли неудачными. Кворума все не получалось. То одно, то другое, хотя необходимо было всего 20 подписей, собранных в одном месте от жителей Коми, имеющих здесь постоянную прописку. Но все оказалось непросто, говорит Николай Братенков. Во 2-й раз несколько человек отказались от идеи, разумеется, под давлением. Но уже перед 3-м собранием стало понятно, в этот раз подписи будут. Уже известно и в Москве об этом, и в ЦК известно, что вот в этой инициативе нашей поддержки. Поэтому дело это серьезно, и мы будем на уровне уже ЦК и на уровне партии мы будем поддерживать. И дальше будем за это обязательно, если понадобится 4-й раз, мы 4-й раз соберем уже. Итогом собрания в Ухте стало почти 40 подписей вместо нужных 20. Среди подписавшихся представители 4 муниципалитетов, активисты из столицы республики Сыктывкара, хозяева встречи ухтинцы, а также сосногорцы и ижемцы. Последние 3 района, к слову, год назад серьезно пострадали от утечки из ярикских нефтешахт. Теперь их подписи передадут в Государственный совет Коми. Остается только ждать, чтобы этому референдуму, повлияющему на наше будущее, все же быть. И комитет спасения Печоры, и партия коммунистов очень на это надеются.